Пропагандисты обвиняют соседнюю страну в милитаризации. Жаль не Россию. Польша начинает принудительную милитаризацию населения. В Минобороны страны запустили учебный проект для гражданских «Тренируйся как солдат». Принудительную милитаризацию. Привела ли пропагандистка хоть одно доказательство того, что мероприятие принудительное? Конечно же нет. И это даже не последняя ложь в 36-секундном сюжете с ГОС-ТВ. Как еще пропагандисты обманули зрителей, а также что происходит с военным воспитанием в Беларуси, разбираемся в новом выпуске «Эта пропаганда сломалась». Ставьте лайк этому видео и не забывайте подписаться на наш канал. Мы продолжаем рассказывать, почему нельзя верить телевизору. Меня зовут Лера Уласик. Мы проверили, что пишут в польских медиа о программе «Тренируйся как солдат». Естественно, она оказалась добровольной. Никто не принуждает граждан вступать в ряды ополчения. То есть в Польше организовывают двухнедельное обучение для желающих освоить основные навыки обороны и безопасности. Какой кошмар! Вернемся к материалу БТ. К такой добровольной мобилизации привлекаются лица в возрасте от 15 лет. А вот и очередное вранье. На сайте Министерства национальной обороны Польши четко указано. Программа рассчитана на граждан страны старше 18 лет. А лучше бы пропагандистка рассказала о милитаризации в Беларуси и возрасте тех, кто участвует в этом военно-патриотическом бешенстве. Но, видимо, это другое. Например, вот, недавно в гости к курсантам военной академии приехали дети с особенностями развития из специальной школы-интерната. Пусть их сердечки сегодня согреются. Без комментариев. А сколько за последнее время в Беларуси появилось военно-патриотических клубов? Сложно забыть ролик от такого клуба «Рысь», который принадлежит части 3214 внутренних войск МВД. У нас самый лучший президент! Враг не пройдет! С горы! Даже не надейтесь! Вот это в начале года получило премию за духовное возрождение. Снова без комментариев. Между тем, подобных клубов в стране все больше. Вот только некоторые. Военно-патриотический клуб «Гранит», ВПК «Зубр», «Доблесть», «Прометей», «Защитник», «Циркон», «Отвага», «Лидские львы», военно-патриотический клуб «Наследие». И это еще не все. На базе МВД открыто уже 17 таких клубов и около 150 военно-патриотических лагерей, в которых занимаются более 1500 детей. Совсем не милитаризованно. В отличие от выдуманных на ГОС-ТВ малолетних боевиков из Польши, белорусские силовики не ограничивают возраст участников. На видео едва ли не младшие школьники, и никого ничего не смущает. Я хочу сказать спасибо своим командирам за то, что они научили меня быть смелым, научили стрелять и научили прямо рукопашному бою. Командир ВПК «Рысь» не скрывает, что ориентирует своих воспитанников на поступление в военные вузы. Не самая честная схема – соблазнять несовершеннолетних обещаниями легкого поступления, параллельно вбивая им в голову пропаганду войны. Далеко не последнее место в работе этих клубов занимает идеология. Лукашенковцы так и говорят. Нужные идеи лучше всего вкладывать в головы детей с самого раннего возраста. Это цитата представителя внутренних войск МВД Владимира Пархомцева. Ни общество, ни родители детей наверняка не знают, какие ценности пытаются привить юным умам люди в погонах. Но судя по тому, какими методами действуют современные силовики, вряд ли это будет справедливость, гуманность и сострадание. Меня зовут Лера Уласик. Традиционно сказать спасибо за нашу работу вы можете лайком, комментарием и подпиской.